Сегодня мы приступили к выдаче учебников 10-11 класса, которые мы привезли благодаря поддержке Российской Федерации, высшему руководству и Министерству просвещения. Также хочу поблагодарить фонд «Русский мир», который реализовывал этот проект. И вот уже вторая партия в количестве 34 тысяч экземпляров прибыла в Республику Абхазия. И мы начали сейчас с Гагрского района, и дальше, соответственно, остальные районы будут получать эти книги. Каждая школа, соответственно, будет иметь возможность эти новые книги выдать ученикам. Есть, конечно, дети, которые не успели еще приобрести, поэтому для них это тоже будет уже и в этом учебном году большим подспорьем, помощью в первую очередь родителям. Вот, поэтому еще раз хочу поблагодарить Кравцова Сергея Сергеевича, министра просвещения Российской Федерации, за эту неоценимую поддержку, и высшему руководству России, которое пошла нам навстречу, и смогли мы все-таки, несмотря на все сложности, политические сложности, вы знаете, из-за ситуации сегодня на Украине, этот вопрос решался достаточно сложно, но мы все-таки смогли договориться и привести вторую партию в частичном объеме. Мы ждем дальше 8-9 класс. Это тоже большая номенклатура, линейка учебников. Сегодня вы видите перед собой это учебники по геометрии, физике, химии, биологии, географии, истории, литературе, русскому языку. То есть большой очень спектр предметов. Вот, поэтому я надеюсь, что дети с удовольствием будут заниматься по этим учебникам. Хочу подчеркнуть также, что когда мы привезли первую партию, у некоторых учителей возникали вопросы, вернее даже пожелания, чтобы дети покупали какие-то другие издания. Этого мы не разрешаем, категорически запрещаем, так как вопрос был решен, согласован с районными отделами образования, и мы совместно определяли стандарт обучения, поэтому все, что выдано, должно быть использовано. Никто не имеет права просить детей покупать что-то другое. Вот. Также мы будем запрашивать и дальше пополнение этих фондов, мы об этом и обсуждали, так как каждый год число учеников в классе может меняться, кто-то переходит из одной школы в другую, или, скажем, класс увеличивается естественным образом. Поэтому я уверен, что и дальше мы сможем этот проект реализовывать. Вот. И самое главное, конечно же, работать над собой. Тут должна быть работа директора, учительского состава, педагогического состава. Вот. То есть новые издания, они с другим подходом, новые упражнения, параграфы, могут меняться, тематика самого предмета, она может варьироваться. Это все надо глубоко изучить и преподнести, соответственно, со всей ответственностью подойти к учебному процессу. В этом плане наши комиссии уже работают, отслеживают процесс преподавания в школах, и этот процесс уже начался. Практически все школы были оснащены уже первой партией, были какие-то вопросы в Гагрском районе, где не хватало учебников. Вот, поэтому мы в этот раз сейчас начали именно с них. Вот, мы скоро, надеюсь, получим и партию для 8-9 классов. Это тоже будет ценной поддержкой для детей, которые еще будут эти 3-4 года учиться в школе. Ну а кто получит сейчас, в 10-11 классе, им тоже повезет, и не придется покупать, родителям не придется покупать эти издания. Учебники абхазского языка, они переизданы? Да, конечно же, хочу отметить, что мы в этом же учебном году переиздали учебники абхазского языка, это 4-5 класс, 10-11, предмет Хазну Адуней, рабочая тетрадь, русскую литературу, вы видите, русскую речь. Вот, это все, что мы издаем своими силами наших специалистов. Вот, и совсем скоро будет новый учебник для 3 класса. Для 2 класса мы уже внедрили, это будет уже следующий этап. Поэтому совершенно новая линейка, методический комплект с рабочими тетрадями, с мультфильмом. Поэтому я уверен, что это будет тоже такой инновация для детей, изучающих абхазский язык. Вот эти переизданные, они уже распределены по школам или еще будут? Да, соответственно, уже процесс начался. И также прописи я не отметил, ежегодно мы выдаем прописи для начальных классов. Вот, поэтому
проект реализуется, мы надеемся и в дальнейшем пополнять наши учебные фонды в школьной библиотеке. Обязательно, хочу еще раз отметить, ответственность директоров обязать детей, родителей обернуть эти учебники, чтобы мы смогли достаточно долгое время их передавать другим поколениям. Да. Вот это ответственность каждого ребенка. Аккуратно, не рисовать, не портить учебник, да, а обернуть его как полагается и передать ему младшему классу. Но все же, вот, знаете, вот некоторые родители говорят, есть какой-то процент, который недополучил учебники. Вот в этот процент кто входит? Дети, которые там перевелись из школы в школу. Да, это, вы объясните нашим зрителям? А если, значит, ребенку по какой-то причине не хватило, да, литературы, это значит, он, да, возможно, перешел из одной школы в другую. Да, мы исходили из контингента на данный момент, да, вот 1-7 класс, например, я говорю. Вот. Или это может быть тогда вот частично в Гагарском районе. Вот. Соответственно, этот пробел мы будем заполнять в будущем. Ну и уже более 95%, да, охвата – это большая победа. Вот. Я надеюсь, что будет много благодарственных слов от лица родителей в адрес руководства России, которое в первую очередь нас поддержало. Ну и, конечно же, руководство Абхазии, которое в этом процессе нас во всех планах поддержало. Это Министерство финансов, Министерство экономики, вот, и высшее руководство страны. Поэтому мы единой командой выступили в этом вопросе и сейчас уже с радостью реализовываем его, пополняя учебные фонды, библиотечные фонды республики.